Я думаю, что России надо готовиться к тому, что такие события в ближайшем будущем будут рядовыми, потому что лихие 90-е уже возвращаются. Уже инкассаторские машины сжигают посреди бела дня, там Сбербанк грабят чуть не каждый божий день, уже вернулись вот эти вот битвы за кладбище, что было, кстати говоря, темой 90-х годов. Кто живет в Москве, тот помнит все эти бои за кладбище, которые были там в конце 80-х, в начале 90-х. Потом эта тема ушла, сейчас она начинает возвращаться. Ну, я думаю, что вот примерно в какой-то такой реальности мы в ближайшее время и будем существовать. Идет такая легкая конголизация России, и она будет продолжаться, на мой взгляд. Но я не думаю, что это тренировка и обкатка вот этих вот всех боевых групп. Я думаю, это просто обычные бандитские разборки. Человек хотел обложить данью людей, нанял тетушек, тетушки приехали, но получили в этом случае отпор, как мы видим. То, что мигрантам больше симпатии, это понятно, потому что, ну, во-первых, все устали от бандитизма, всем это все надоело. Во-вторых, опять же, если выбирать между своими, но бандитами и мигрантами, и как бы не своими, но трудягами, то, конечно, люди выберут трудяг. Это, в общем-то, та модель поведения, которую в России хотели бы видеть, да, когда приезжают вот вооруженные бандиты, вроде как крутые, и получают по шее от мужиков с лопатами. Собственно, я думаю, что если сейчас провести, и поэтому, конечно, у них поддержка сейчас будет гигантская, если сейчас провести опрос, я думаю, что 90% москвичей сказали бы, что они хотели бы видеть милицию вот такую вот, состоящую из этих мигрантов, да, потому что зачем платить милиции, которая не в состоянии справиться с бандитизмом, лучше заплатить мужиками с лопатами, которые в состоянии это сделать. Я думаю, вот это вот основная причина того, что, конечно, симпатии людей на стороне мигрантов. Ну, конечно, мой пост — это юмор, но при всем при этом я считаю, что ношение гражданского оружия должно быть разрешено. Я считаю, что граждане должны иметь право оказывать самооборону. Я считаю, что должна быть национальная гвардия. Не в том смысле, в России никакой национальной гвардии, конечно же, нет. Это просто очередная силовая структура. А национальная гвардия — это объединение вооруженных граждан, вооруженных оружием, да, то есть это общественное объединение. Я считаю, что они должны быть. Я считаю, что граждане должны иметь право, безусловно, отстаивать свою свободу и здоровье, в общем-то. То есть, поэтому, с одной стороны, это, конечно, шутка, а с другой стороны, это, в общем, довольно серьезно, на самом деле. Я не думаю, что власть дает какой-то сигнал вот этими вот зачистками, в том числе там и теплостанского рынка. Просто это прямая, совершенно топорная реакция на произошедшее. Случилась какая-то драка, в драке кто? Мигранты. Значит, что надо сделать? Мигранты выселить. В любой другой нормальной стране вот эти люди, давшие отпор вооруженным бандитам, они бы попали на передовицы газет, получили бы грамоты, медали и денежные премии. В нашей стране арестовали 150 этих мигрантов, дальше их обуют в ментовке, я уверен. И что сделают? И депортируют. И проведут еще 25 рейдов по зачистке рынков. Это единственная реакция, на которую способна власть. Я совершенно не сомневаюсь в этом тоже.